30 июня в Абхазском госуниверситете открылась 5-я международная научная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации». В рамках научного форума представлено более 20 докладов докторов философских наук из Абхазии, России и Армении. Сегодня конференция продолжилась круглым столом на тему «Россия в современном мире». С основным докладом по этому вопросу я вчера выступал. Дело в том, что Россия всегда находится в объективе западных стран, еще с 19 века. А у самих русских есть своя национальная идея. Вот сегодня Россия действительно осознала, что надо по своему пути. Об этом еще в 19-20 веках Бердяев подчеркивал, что Россия – это такая страна, которая не похожа на других. Россия признана всеми государствами, как мировая держава, еще говорил. Где Россия, там порядок, там мир. Возьмите, к примеру, Сирию возьмите Казахстан, куда Россия прибывает, там прекращается хаос и наступает порядок. А Америка со своими метастазами, я метастазами назвал еще в 19 году его военные базы. 800 с лишним военных баз по всему миру. Это настоящее имя. Я ее назвал даже раковой опухолью планеты. Что же их волнует? Их волнует то, что, значит, Россия стала бурно развиваться, оборонная мощь стала великой. Ее уже Дмитрий Саймс даже назвал: вы по вооружению являетесь великой державой. А вот это как раз-таки переварить не может весь коллективный Запад во главе с США. В различных вопросах, в том числе политических, необходим голос ученых, убежден Иван Тарба. В ходе круглого стола выступила и доктор философских наук Надежда Брестовицкая, которая рассказала о проблеме перезагрузки генетического кода нации в условиях моделирования однополярного мира. В своем докладе Иван Дорофеевич говорил о том, что сейчас мы находимся в условиях бифуркации. Это человечество находится в условиях бифуркации, то есть действительно то, что проблема изменения парадигмы развития человечества. Вот подобная ситуация в истории человечества, если мы будем обратимся к истокам европейской культуры, это где-то X век до нашей эры, когда складывалась античная цивилизация, которая была прославлена всяко потомками, потому что есть чем восхищаться. И вот под этот шум наших восторгов как-то мы не заметили то, что в это время прошла перезагрузка генетического кода человечества. В это время происходит вымывание моральной основы права. То есть право лишается практически нравственного иммунитета. Процесс очень серьезный, осмысленность этого процесса зафиксирована в памятниках письменной культуры, а именно в произведениях Гомера и Гесиода. Старший преподаватель кафедры философии АГУ Алхаз Джинджал рассказал коллегам о подходах к исследованию нации и национального самосознания. Начиная с 20 века феномен национализма, национального самосознания стал предметом научного анализа. Новая научная дисциплина выработала ряд новых подходов, что следует понимать под этим явлением и как следует его изучать. В данном докладе мы ставим перед собой цель просмотреть, проанализировать основания для классификации различных методологических парадигм, рассмотреть, как трансформируется понятие нация, национализм, национальное самосознание в основных исследовательских подходах. Нам кажется, что конструктивизм лучше раскрывает сущность подхода к изучению нации и имеет прикладную ценность сейчас, когда эпоха образования современных наций осталась в прошлом. Самый, как мы знаем, период образования нации произошел в ходе 2 мировых войн, когда распались многие империи. Первая мировая война, потом Вторая мировая война, особенно после, когда колониальные империи начали рушиться.
Ну и, в принципе, на наших глазах тоже, можно сказать, что частично появляются, можно сказать, новые нации, ну, там, Донецк, Луганск, если их можно, конечно. Ну, они только в процессе своего развития. Ученые и философы дискутировали более 2 часов, отметив, что вновь встретятся за круглым столом ровно через год. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.